Добрый день, дорогие гости канала культурного центра Рух-Ордо имени Чингиза Айтматова. Сегодня рубрику «Полезно, интересно, коротко» для вас проведу я, Карлагайч, гид Рух-Ордо 2018 года. Когда вам говорят о национальных праздниках, вы наверняка вспоминаете Новый год или Ноуруз. Вы будете правы, но есть особые праздники, которые отмечают, скажем, раз в 1000 лет. Звучит как что-то невозможное, но нет, друзья. За последние 25 лет кыргызстанцы стали свидетелями двух таких событий. И первое из них – это тысячелетие Манаса. Кыргызский эпос «Манас», традиционно делящийся на 3 части, рассказывает нам о жизни и деяниях богатыря Манаса, его сына Семитея и внука Сейтека. Согласно преданию, главный герой Манас объединил разрозненные племена кыргызов в единую нацию. Данный эпос входит в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО и Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный эпос в мире. В совокупности вся трилогия составляет 500 553 строк. Значение эпоса признано на международном уровне. В 1994 году на Главной ассамблее ООН была принята резолюция о всемирном праздновании тысячелетия эпоса Манас. Празднование состоялось на следующий год. Основные торжества проходили в городе Талас, где в комплексе Манас-Ордо было установлено 1000 белоснежных юрт. 40 дней десятки монасче рассказывали эпос, не переставая удивлять гостей со всего мира. Сотни делегатов приняли участие в разных конференциях, круглых столах, форумах, организованных в городе Бишкек. Тысячи книг, рецензий, памяток было выпущено и переведено на множество языков, чтобы еще большее количество людей узнало об эпосе Манас. Народные гуляния проходили по всей республике в течение 7 дней. В честь такого юбилея был учрежден памятный золотой орден Манас-1000 и золотая медаль. Что же может быть большим праздником, чем юбилей в 1000 лет, спросите вы? Юбилей 3000 лет. И, конечно же, речь идет о городе Ош, который отметил эту круглую дату в 2000 году. И вновь праздновали всем народом. Концерты, ярмарки, фестивали, выставки проходили повсеместно. Миру были представлены 2-3-этажные юрты, в которых были выставлены разные экспонаты. От археологических находок с бронзового века до изделий самых искусных мастериц. Согласно археологическим данным, город Ош в древности был обнесен крепостной стеной, имел 3 ворот, внутри возвышалась цитадель, окруженная Шахристаном. Город Ош служил крупнейшим торговым центром на Великом Шелковом пути, связывавшим Ближний Восток и Средиземноморье с Тибетом, Памиром, Китаем и Индией. Город Ош издревле был известен, славился своими базарами и караван-сараями. Главный базар находится до сих пор на левом берегу реки Ахбура. Уже более 2 тысячелетий данный рынок живет шумной, яркой жизнью, расширяя свои границы, меняя свои постройки, но остается на том же месте, который был выбран еще в древности. При праздновании 3000-летия Оша миру были представлены разные достопримечательности города. Несмотря на то, что в Ферганской долине многие из них были уже достаточно известными, жители далеких стран знали о них редко. Такие прекрасные примеры ферганской архитектурной школы, как медресе Алымбек Параванчи Датка, или мечеть Садыкбая, или же средневековая баня, стали посещаться туристами в разы больше после юбилея. Итак, друзья, какие значимые даты, юбилеи знаете вы? Пишите об этом в комментариях. Спасибо, что провели время с нами. До скорого, до новых встреч!